Если говорить о Великой Отечественной войне, я бы хотел подчеркнуть, что с августа 42 по январь 43 года на территории Абхазии также шли довольно интенсивные боевые действия. Ну, мы все знаем эпопею оборонительного этапа битвы за Кавказ, когда на Кухорском, на Санчарском, на Марусском операционных направлениях немцы пытались прорваться, немецкие горные егеря, к побережью Черного моря. Об этом пел в том числе и Владимир Высоцкий, знаменитые его песни про парнях из Эдельвейс, несколько романтизированные. На самом деле никакой романтики в этой горной войне не было, потому что, несмотря на то, что Красной Армии удалось остановить, а потом отбросить врага практически на исходные позиции к перевалам Главного Кавказского хребта, за этот успех заплатили своими жизнями тысячи и тысячи бойцов, командиров Красной Армии, которые навсегда остались лежать в горах, на склонах этих гор, в ущельях, на перевалах, на усыпях. И те поисковые работы, которые были организованы сразу же после окончания боевых действий, ну, в силу целого ряда причин, имели, к сожалению, довольно ограниченный характер. С 60-х годов прошлого столетия, вплоть до, ну, скажем так, середина-конец 80-х, через перевал Главного Кавказского хребта прошли десятки, если не сотни тысяч людей, там туристов. Были организованы тогда еще поисковые отряды с различных уголков бывшего Советского Союза. Ребята не делились там ни по возрастам, ни по национальностям, ни по социальному происхождению. В горы шли энтузиасты, которые всеми силами, как могли, стремились увековечить память погибших, поставить мемориальные доски, заодно и собрать останки тех бойцов, командиров Красной Армии, которые, в общем-то, пали там смертью храбрых. Ну, потом, как мы знаем, распад Советского Союза, наша война и последовавший за этим период. Полк Победы прошел очень массово и торжественно в 3 городах Республики Абхазия: в Сухуми, в Очимчире и в Гагре. Было видно по количеству присутствующих, что очень присутствовало много детей, и это очень радовало. И с радостью несли знамя победы. Дивизии стрелковой ордена Кутузова второй степени. И в связи с этим у нас родился проект в прошлом году